Вот на этом месте когда-то стоял лучший лицей города Грозного. Вы видите, что от него осталось. Тем не менее, с понедельника, после каникул, лицеисты пошли в школу, в новую школу. Зелимхан Маласаев полчаса добирается до своей новой школы, которая расположилась в здании бывшего детского сада. Сейчас он с родителями и бабушкой живет на окраине Грозного, вселившись в пустовавшую квартиру, потому что его родной дом в центре города разбомбило в самом начале войны. Разговаривать с Зелимханом о войне трудно. Гораздо охотнее он рассказывает о своих похождениях в расстрелянном городе в компании с новыми одноклассниками. А еще он сказал, что хотел бы стать просто хорошим экономистом. Такая мирная профессия. На завтра вы мне напишите небольшое сочинение рассуждений. Внимательно послушайте, чтобы не было важно. Небольшое сочинение рассуждений на тему «Мой класс». Меня интересует вот что. Очень сильно состав класса, события в классе, люди в классе изменились у вас после событий прошлого года. Сравните класс, тот, который был до войны, и после войны. Вот какие мысли вам приходят в голову, когда вы вспоминаете старый класс? Да, Оля? Когда я увидел фотографию нашего первого класса 9-летней давности, где были мои одноклассники, посмотрел на их открытые и беззаботные лица, я невольно задумался, как далеко раскидала нас судьба. В нашем классе были дети многих национальностей, но мы очень благожелательно относились друг к другу. Наша первая учительница Лилия Михайловна преподавала у нас первые 3 года. Она была очень требовательная и строгая, но это нам пригодилось в дальнейшей жизни. Говорят, она уехала в Германию. В нашем классе было много детей русских военных, которые уехали еще в 1991 году, когда войска покидали Чечню. И тогда, кажется, начался распад нашего дружеского коллектива. Некоторые дети ушли из класса в связи с переменой места жительства. А в 7 классе уже от нашего класса осталась только половина. Смерчем пронеслась над чеченцами война. Красивые дома превратились в обгорелые развалины. От прекрасных аллей и парков остались только обгорелые и обломанные куски деревьев. Судьба разбросала наших учеников по разным уголкам России и даже за границу. Например, Сулеймановы, Ламара и Магомед в Германии, Керемия Дима в Краснодаре, Миша Положнов в Ростове-на-Дону, Джабраилов Муслим в Харькове. Многие ученики не имеют возможности добраться до нашей школы, посещают школу по месту жительства. Каждый из них хотел бы вернуться в свой класс. У нас была одна из самых старейших школ Грозного. В последние годы она была одной из самых сохранившихся школ города. Для нас, учеников, она была самая красивая школа. В последние годы нам произвели ремонт, а после войны от нее осталась только груда кирпичей. Мы учимся в полуразрушенном, неприспособленном здании детского сада. Как бы хотелось встретить старых друзей, поговорить с ними о наших проблемах, вспомнить годы учебы, узнать о теперешней их жизни. Мы не представляли, что будем лишены возможности спокойно учиться. Какие еще испытания приготовила для нас судьба? Ну что ж, мне кажется, тема сочинения раскрыта достаточно полно.